Слово для выступления предоставляется стороне ответчику, постоянному представителю Жогорку Кеңеша в Конституционном суде Усмонову Айдарбеку Хасмалевичу. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые участники Конституционного судопроизводства, уважаемые председатели, уважаемые судьи. Сторона ответчика по данному ходатайству представили свое возражение на несогласие с данным ходатайством и хотели дополнить. Так, изучив ходатайство обращающей стороны и проанализировав нормативные правовые акты, касающиеся по данному вопросу, и где Мамбетказиев, на требование Мамбетказиева о признании части 1 статьи 10 Закона Кыргызской Республики об амнистии в связи с 30-летием и 30-летием Конституции Кыргызской Республики и 75-летием Всеобщей декларации прав человека от 9 февраля 2024 года, считаем подлежащим отказу в удовлетворении ходатайства Мамбетказиева по следующим основаниям. Так, согласно 76-й Конституции Кыргызской Республики, Жогорку Кеңеш, это всем известно, что является высшим представительным органом, осуществляющим законодательную власть и контрольные функции в пределах своих полномочий. Согласно пункту 10 статьи 80 Конституции Кыргызской Республики, Жогорку Кеңеш издает акт об амнистии. В нашей стране права и свободы человека относятся к высшим ценностям и, проявляя уважение к общепринятым правам и свободам человека, в целях реализации принципов гуманизма и милосердия был принят вышеуказанный закон. Согласно закону об основах амнистии и порядке применения от 24 января 2017 года, амнистия считается это акт государственного органа, принятый в форме закона в целях реализации принципа гуманизма и милосердия, касающийся индивидуального неопределенного круга лиц и предусматривающий освобождение от уголовного наказания. Закон об амнистии может издаваться в случае необходимости но не чаще одного раза в год. В этом законе четко определены основные требования для принятия закона об амнистии. Часть 1 статьи 10 закон закрепил срок его применения. Закон вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит исполнению в течение 6 месяцев. Амнистия не устраняет преступность деяния и не меняет уголовно-правовую норму. Она направлена на освобождение индивидуально неопределенного круга лиц от уголовной ответственности или наказания. Назначение шестимесячного срока исполнения закона никак не ограничивает конституционный принцип обратной силы закона. Амнистия является исключительной и временной мерой, срок которой должен быть ограничен для обеспечения правовой определенности и исключения излишней нагрузки на правовую систему. Без такого срока амнистия могла бы превратиться в бессрочное правовое явление, что противоречило бы принципам уголовного права. Часть 1 статьи 10 закона об амнистии устанавливает, что начало вступления закона в силу начинается со дня опубликования, а также указан срок его исполнения. Так, указанная норма не устанавливает и не отягчает уголовную ответственность. Соответственно, она не ограничивает права лиц, подпадающих в применению на амнистию, а выполняет лишь исключительно процедурную функцию, определяя сроки применения закона компетентными государственными органами. Определение срока исполнения, предусмотренного 6 месяцами, имеет под собой цель обеспечить правовую определенность и своевременную реализацию акта амнистии государственными органами и не ограничивает само право лица на применение амнистии. Данная норма не лишает закон обратной силы и не противоречит части 1 статьи 60 Конституции Кыргызской Республики, поскольку не ухудшает правовое положение лиц, совершивших преступление до вступления закона в силу.
Если вопрос о применении закона об амнистии возникает после истечения срока, предусмотренного для его применения, акт амнистии в отношении осужденного может быть применен после истечения указанных сроков. На практике часто встречаются случаи применения закона об амнистии и после истечения 6-месячного срока. Заявитель ошибочно приравнивает акт об амнистии к уголовному закону, смягчающему ответственность, тем самым неверно применяя принцип обратной силы. Амнистия представляет собой акт государственного прощения, издаваемый законодательным органом в отношении индивидуально неопределенного круга лиц. Она не устраняет преступность деяния и не изменяет уголовный закон, а лишь освобождает конкретных лиц от ответственности или наказания по нереабилитирующему основанию. В то время как смягчающий уголовный закон – это изменение самого уголовного законодательства, в результате которого деяние декриминализуется, либо санкция за него снимается. Такой закон меняет нормативное содержание. Смягчающий уголовный закон имеет обратную силу, он распространяется на всех лиц, совершивших деяние до его принятия, без каких-либо временных ограничений. Амнистия обратной силы не обладает, она действует в строго определенный срок и применяется в рамках специальной процедуры. В дополнение к своему ходатайству обращающая сторона просит проверить статью 93 Уголовного кодекса Кыргызской Республики на соответствие части 1 статьи 1 и частям 1 и 2 статьи 6 Конституции Кыргызской Республики. Заявитель указывает на несогласованности между статьей 93 Уголовного кодекса и законом об основах амнистии и порядка ее применения. То есть положение закона об основах амнистии и порядка ее применения сводят институт амнистии к освобождению лиц от наказания, тогда как статья 93 Уголовного кодекса предусматривает возможность освобождения как от уголовной ответственности, так и от наказания, а также сокращение либо замену наказания более мягким его видом. Статьей 93 Уголовного кодекса Кыргызской Республики регулируется вопросу освобождения от уголовной ответственности и наказания в рамках действующего уголовного законодательства и применяется в системной связи с актом амнистии. По своему содержанию указанная статья направлена на реализацию принципов гуманизма и справедливости, не вступает в противоречие с частью 1 статьи 60 Конституции Кыргызской Республики, поскольку допускает освобождение лица от уголовно-правовых последствий при наличии предусмотренных законом оснований. Данная статья действительно предоставляет более широкий перечень возможностей, включая освобождение от уголовной ответственности и наказания, а также сокращение или замены назначенного наказания. При этом этот общий принцип ограничен и уточнен специальным законом. Жогорку кеңеш, объявляя амнистию, имеет право устанавливать конкретные пределы его применения в зависимости от целей, например, только освобождение от наказания, или чтобы сохранить уголовно-правовой статус для более серьезных преступников. На основании изложенного считаем, что часть 1 статьи 10 Закона Кыргызской Республики об амнистии в связи с 30-летием принятия Конституции Кыргызской Республики, Всеобщей декларации прав человека от 9 апреля 2024 года не противоречит части 1 статьи 60 Конституции Кыргызской Республики и статья 93 Уголовного кодекса Кыргызской Республики не противоречит части 1 статьи 1 и частям 1 и 2 статьи 6 Конституции Кыргызской Республики. На основании изложенного просим в удовлетворение ходатайства обращающейся стороны Мамбетказиева о признании неконституционным части 1 статьи 10 Закона об амнистии и о проверке статьи 93 Уголовного кодекса Кыргызской Республики на соответствие части 1 статьи 1 частями 1 и 2 статьи 6 Закона Конституции Кыргызской Республики отказать. Ну, все. Все, да? Час секунд.
Еще, здесь я хотел бы обратить ваше внимание, что вот я не зря вопрос задал обращающей стороне, что был ли обжалован данный судебный акт, где ему было отказано Токмакским городским судом. Он ответил положительно, что то есть он обратился повторно, и суд применил закон об амнистии. То есть в данной ситуации обращающаяся сторона, я думаю, поспешно обратился в Конституционный суд, поскольку здесь правоприменители неправильно истолковали закон и неправильно применили данный закон, что послужило Мамбетказиеву обратиться в Конституционный суд. В итоге он разрешил в соответствии с законом. То есть закон об амнистии, принятый в 1925 году, и применяется и по сей день благополучно и защищает права граждан. В данном случае, я думаю, здесь вопросов нет.